Вчерашние школьники полны надежд. Прием документов в колледж сервиса и быта начался с 1 июля. С начала приемной кампании в СУЗ уже подано несколько десятков заявлений от выпускников 9 и 11 классов. Сделать это можно лично, либо через госуслуги. Документы для абитуриентов в этом году – это паспорт, это полис, это СНИЛС, это у нас, если ребенок несовершеннолетний, это паспорт одного из родителей, это реквизиты какого-то банка, который предоставляет каждая организация. Это у нас, если есть наличие розового бланка, это розовый бланк с указанием на залоги, то есть в связи с чем вообще дан этот розовый бланк. Это страховой медицинский полис, фотографии 3×4. Сестринское отдел, фармация, дизайн. Колледж готовит специалистов по нескольким направлениям. В этом году предусмотрено 275 бюджетных и 180 коммерческих мест. Стоимость обучения у нас получается в основном это не самые актуальные профессии. Это информационные системы и программирование, сетевое системное администрирование, сестринское дело, фармация. Это по 50 тысяч получается в год. Конкурируя за успешных абитуриентов, СУЗ открывает новые перспективные направления. Современные направления, как правило, связаны с информационными технологиями и прикладными навыками. У нас есть информационные системы и программирование, то есть актуальная специальность для нашего времени сейчас. Есть сетевое системное администрирование, есть на базе 11 класса, это оператор информационных систем, который учится только год. Есть также сестринское дело, тоже на базе 11 класса. У программистов в дальнейшем будущем будут еще вести предметы именно московские преподаватели, поэтому в том, что будут их учить или нет, как бы там сомнений нет, потому что знания дают им прям колоссальные. Чтобы определиться с выбором учебного заведения и специальностью, у абитуриентов есть еще время. Прием документов в колледже продлится до 20 августа. Тамара Хашагульгова, Али Зязиков, Магаз 24.